Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нюрашворд. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях пресс-секретарь Конгресса ингушской независимости Руслан Гевлоев. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Пресс-секретарь Комитета ингушской независимости. Комитета ингушской независимости, извините, полностью не сказал. Вначале у меня вот какой к вам вопрос, Руслан. Я уже 4 года занимаюсь проблемами Республики Ингушетия. Ингуши для меня люди не чужие, но и поэтому, понимаете, когда появилось сообщение, появилось оно на сайте Радио Свобода, съезде Комитета ингушской независимости выступал Ахмат Аздо. Я обратился к представителям уважаемого Тейпа Аздоевых. Они не знают, кто это такой. Начали разбираться. Всплывает, что его вторая фамилия Гудиев. Вы не могли бы описать, кто это такой, ну, чтобы не было недоразумений? Ну, как и каждый человек, если он не суперизвестный, он известен бывает ограниченному какому-то количеству людей, которые заняты той сферой, в которой конкретный человек известен. Что касается Ахмеда, то он представитель Тейпа Озда. Если вы знаете, то в Тейп входит различное множество фамилий. Это один из самых больших тейпов, кстати говоря, в Ингушетии, помимо моего тейпа, Йолы. Второй вроде бы как по количеству людей — это Озда. И у него фамилия Гудиев, но он представитель Тейпа Озда. Поэтому то, что некоторые люди там говорили, что почему у него одна фамилия, а он представляется по-другому, это абсурдно с их стороны, как ингушей, которые должны эти вещи знать. Что касается конкретно Ахмеда, то он в свое время был известным тренером. Он воспитал 2 чемпионов мира, одним из которых был Катиев. У нас есть даже видеофиксация того, как на победном ринге я у себя, во всяком случае, выставлял это на канале своем, где Ахмед обнимает своего подопечного, когда он победил. Вот. Вот он известен в тех кругах, спортивных кругах, был известен до сих пор. Сегодня мы его выбрали для того, чтобы он от имени комитета выступил, потому что он как бы старейшина. Мы ему, как старейшине, дали огласить в начале нашей деятельности. Я говорю «нашей», несмотря на то, что в то время я сам не был членом комитета, кстати говоря. Вот. Он не является, там, как некоторые сказали, что он провозгласил создание армии. Он не является членом Генштаба нашего. Создание армии не он вообще провозглашал, кстати, это вышло на нашем телеграм-канале без его участия. В общем, он уважаемый старейшина, но не активный деятель в наших рядах. Вот так вот давайте скажем. Хорошо, тогда у меня вопрос. Вот вы провозглашаете ингушскую независимость. Первый и главный вопрос. Ваше отношение к проблеме пригородного района? Это, опять же, на нашем ресурсе об этом четко сказано, что это одна из главнейших задач, которые стоят перед ингушским народом, и мы, как его неотъемлемой части, будем прилагать все возможные для себя возможности, на самом деле ограничены, но дело вот в чем. Хотя, возможно, мы это позже проговорим о причинах создания КИН именно в это время и так далее. Мы позже об этом скажем, я думаю. Пригородный район — это сердце ингушей. Это то, без чего мы себя как бы не мыслим. Рана, которая кровоточит в сердце каждого из человека, который называет себя Голгай, потому что там наше селение Голгай-Юрт, с которым у нас связан наш этноним, самоназвание Голгай. И там же Ангушт, с именем которого связано наш этноним Ингуши. От этого слова ангушт идет. И там же наши родовые именно поселения, родовые кладбища, где по сегодняшний день туда завозят людей в случае, когда они умирают. Так что это неотъемлемая часть нашей
нашего организма ингушского. Следующий вопрос. Ваше отношение к соглашению, которое подписали между собой Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров, в результате которого произошел обмен и между территориями, между Ингушетией и Чечней. Именно это стало спусковым крючком для массовых протестов в республике. Ваше отношение? Мы его не признаем, мы его не считаем приемлемым. Мы считаем, что все споры, которые есть между ингушами и чеченцами по границам, должны будут решены без участия третьей стороны, которая, в принципе, по большому счету за нас все решает. Москва решает, какие границы будут между нами пролегать. Решала до сих пор и продолжает это делать. То есть по указке сверху это было сделано. Как минимум согласие. Мы это, соответственно, не признаем. Для нас это нелегитимно, для нас не является ни Евкуров, ни глава соседней республики. Они в наших глазах нелегитимные представители. То есть и не являются представителями наших народов легитимными. Понятно. Теперь такой вопрос, Руслан. Скажите, пожалуйста, вы провозглашаете ингушскую независимость. Какая это будет республика? Это будет республика светская или это будет республика теократическая? Что это будет? Надо уточнить, что мы все-таки не провозглашаем существование независимости. Да? Мы взяли курс на независимость. Мы единственная на сегодняшний день сила среди ингушей, которая открыто об этом заявила. Я лично, например, до создания комитета всю жизнь исповедовал эти взгляды, но, естественно, открыто о них не говорил, потому что как раз не видел такой организованной силы, которая эти идеи будет проталкивать. Как только я ее увидел, мы с друг другом связались, и я вошел в это сообщество. Какое будущее? Будущее такое, что, конечно же, мы однозначно отвергаем светский характер. Мы не светские, мы не собираемся строить светское государство, потому что мы убежденные мусульмане, и, будучи убежденными мусульманами, мы не мыслим себя под светским законом. Понятно. А тогда вопрос такой. Вот 2 года назад мы и до этого беседовали с моим другом, президентом Европейской ассоциации ингушей Ибрагимом Льяновым. И вот 2 года назад, после одной из наших бесед, Адам Делимханов, депутат, герой России, я все понимаю, он выпустил ролик, в котором обращался к Ибрагиму Льянову с нехорошими словами на основании того, что как тебе не стыдно, ты беседуешь с евреем. Вы сейчас, Руслан, беседуете с евреем. У вас не будет неприятностей? Нет, конечно, если я на это пошел, то, естественно, никаких неприятностей у меня не будет. Мы не шовинисты, мы не националисты. Мы к каждому отдельному человеку относимся отдельно. Это раз. Во-вторых, в одном конкретном человеке может сочетаться то, что мы считаем приемлемым и неприемлемым. И мы с любым человеком, где мы солидаризируемся в чем-то, мы идем к благу, если мы какое-то благо в этом видим. Тогда, когда этот же человек будет в чем-то противоречить нашим убеждениям, мы именно в этих делах мы не будем с ним иметь дело. Но это, я думаю, очень рациональный подход. В этом нет никаких проблем. Понятно. Теперь вопрос такой. На какие финансовые средства существует ваше движение? На данный момент она существует только исключительно на наши средства. То есть люди из комитета сами спонсируют себя. Естественно, мы ищем как бы так сторонние другие возможности. Но пока дело обстоит именно так. Понятно. А вот давайте предположим, чисто гипотетически, только в Европе проживает, согласно Википедии, 86 тысяч ингушей. Давайте предположим, среди них есть и состоятельные люди, я не спорю. Давайте предположим, что был создан фонд, назовем его условно фонд Галгайчи. Предположим. И вот вы обратились, я гипотетически говорю, к
с призывом к всей ингушской диаспоре, кто сколько может, пускай пожертвует, строго добровольно. Как вы думаете, это будет богатый фонд или нет? На данный момент, если вот прямо сегодня говорить, во-первых, я не думаю, что он сам по себе будет богатый. А во-вторых, я не думаю, если откровенно говоря, что прямо сейчас все готовы откликнуться на наш призыв, потому что мы только сформированная организация, которая еще должна доказать окружающим людям, завоевать, скажем так, доверие. Мы понимаем, что это большая работа, ее нужно проделать, это наша задача. Вот. А так как мы в массе своей неизвестны, то есть у нас есть четверо людей, которые известны людям, то люди не обязаны как бы следовать за нами. Мы должны какие-то дела показать, а после этого мы уже будем рассчитывать на то, что... И мы и сейчас не обращаемся, кстати, с таким призывом, именно понимая то, что нам это предстоит завоевать это доверие, и на основании этого доверия уже потом обращаться к людям с такими призывами. Теперь вопрос вот какого плана. 23 февраля 1944 года — это дата операции «Чечевица». Черный день в истории и чеченцев, и ингушей. Мы знаем, что творил Сталин. Мне сейчас стоит достаточно серьезных усилий сдерживаться, когда я говорю об этом человеке. Ингуши не получили ни копейки, когда вернулись, им позволили вернуться в 1957 году к своим родовым домам. Более того, некоторые люди были вынуждены выкупать втридорога свои дома. И это тоже правда. В 1991 году после того, как Ельцин подписал закон о реабилитации репрессированных народов, это было брошено как кость, никакой дорожной карты не было. Итог мы тоже знаем. Осетино-ингушский конфликт, который произошел 1,5 года спустя, после подписания этого закона. Итог. Ингуши не получили ничего. Ваша точка зрения. Должны ли ингуши, народ Галай, получить в итоге компенсацию вот за все то, что я перечислил? Я не беру предыдущее. Я не беру даже 19 век, завоевания и походы Ермолова. Уж ладно. Вот за это должны получить или нет? Как вы считаете? Ну, это понятие относительное. Мы бы хотели, давай естественно скажем так, мы бы хотели, чтобы так произошло. Будет ли это так? Надеяться на это, честно говоря, наивно, потому что я других прецедентов не знаю. То есть сколько людей пострадало от российского государства, я вообще не знаю прецедентов, чтобы они кому-то какие-то там репарации выплачивали. Если сравнивать, кстати, я оговорюсь, Ермолов на нас не нападал. Ермолов, наоборот, пытался нас христианизировать, видел нас в союзниках и пытался нас христианизировать и утвердить нас как в качестве форпоста на Северном Кавказе. У него не получилось, мы не христианизировались, наоборот, ислам приняли и ушли совсем в другие дебри. Потом на нас за это обиделись и наказали отъятием самых лучших земель наших. Вот. А верю ли я в то, что мы сможем добиться репараций? Я не верю, но наша задача что-то делать на этом пути. Если мы сможем что-то сделать, это будет хорошо. Если нет, то как бы я особо на это и не рассчитывал. Нам бы лишь бы, честно говоря, добиться. Нам бы хотя бы добиться своей независимости и начать наконец-то жить без этого сапога над нашими головами. Это вот наша цель, однозначно. А репарации — это, честно говоря, маловероятная достижимая цель, на мой взгляд. Виноват, но прецедент был, я вас поправлю. Да, я напомню, в феврале 1942 года 120 тысяч граждан, американских граждан японского происхождения были интернированы и помещены в, давайте называть российским словом, лагерь, расположенный в штате Оклахома.
Там их не транспортировали в товарных вагонах, как это делали с ингушами и чеченцами, нет. И в вагонах для скота, нет, их отправили, просто им запрещалось выходить, для выхода требовалось пропуск. В феврале 1945 года Верховный суд отменил этот указ президента Франклина Делано Рузвельта. Впоследствии, начиная от президента Дуайта Эйзенхауэра до Билла Клинтона, до 2002 года, 120 тысяч граждан, американских граждан японского происхождения и их потомки получили в общей сложности 1,2 миллиарда долларов. Ну, то есть, грубо, по 10 тысяч за каждого интернированного. При этом президенты Линдон Джонсон, Рональд Рейган и Билл Клинтон приносили американским гражданам японского происхождения свои извинения. Поэтому прецедент есть. Так что, извините. Я как бы... Я прошу прощения. Но... Да, no problem, никаких проблем. Я не могу все знать. Я просто ориентируюсь на Кавказ. Я знаю, что на Кавказе страшнейшим образом совершены откровенные, более глобальные геноциды, чем моим народом. Очень страшно, просто буквально страшным образом пострадали адыгейские различные племена, вплоть до того, что сегодня от них вообще ничего не осталось на своих когда-то землях. Нету людей. Либо они ассимилированы, либо их просто нет. Вырезаны в свое время в тотальном количестве, либо переселены там в османское государство. Это я имею в виду шапсуги, убыхи. Это люди, которые населяли нынешнюю российскую так называемую Кубань, которая раньше вообще не пахла там ни русскими, ни Россией. А сегодня там не пахнет коренными народами. Вот в отношении них все еще не признан акт геноцида. В отношении чеченцев, которые на протяжении всей своей, ближайшие там несколько сотен лет истории, сколько там крови пролито, никто ничего не предпринял, ничего даже не извинился, по большому счету, я имею в виду на официальном уровне. Все названо террористами, и с этими клеймами мы по сегодняшний день живем. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но весь кавказский люд, северокавказский, он страдает, и никаких предпосылок к тому, что к нам отнесутся так, как отнеслись к японцам, за которыми стоит большие государства, за которыми стоят, то есть они союзники Соединенных Штатов, они их сателлиты, по большому счету, в военной сфере, во всяком случае. Я не думаю, что это наш уровень, скажем так. Хорошо, тогда вопрос такой. Вот вы несколько минут назад сказали, что, вот на мой вопрос, что вот если бы был создан фонд такой, то вряд ли бы он был бы богатым. А он, простите, конечно, у меня такой вопрос. А на что вы рассчитываете в данной ситуации? Вот объявляя о цели ингушской независимости. Вы рассчитываете на какие-то круги, на какие-то государства, на что? Вот я не без фамилии, ради бога. Нет, во-первых, на что мы рассчитываем? Мы создались в очень интересное время. Вот сейчас время, в котором мы живем, это эпохальное в определенном смысле время. Это время геополитических сдвигов. Благодаря тому сумасшествию, которое постигло правителя России, он двинул свои войска на Украину, там завяз, и чем дольше он там будет, а по всей видимости, пока останавливаться он не собирается, чем больше там он будет, тем слабее будет его государство. Мы понимаем, что это ведет к дальнейшему. Мы не говорим, что это будет завтра, мы не говорим, что это будет послезавтра. Мы уверены в том, что процесс распада для России практически неизбежен. И мы должны к этому готовиться. Точно так, как, наши народы не были морально готовы к тому, что произошло с Россией в период распада Российской империи. Мы к этому не совсем были готовы тогда, когда Россия, уже в 2:0 в Советском Союзе распалась, тогда эта империя. Сегодня, я считаю, будет вскоре третий этап ослабления этой России, и как следствие ослабления очередное дробление. Мы к этому должны быть готовы. Мы не должны сидеть и заниматься мечтаниями о репарациях, как это некоторые делают. Мы не обретем независимость, пока нам не отдадут все, на блюдечке нам не поднесут, пока нам репарации за всех народов, за все наши жертвы не выплатят. Это вообще
А если не выплатят, что, будем дальше сидеть в этом террористическом государстве? Нет, конечно. Мы при первой же возможности собираемся оттуда уйти. И для этого мы должны быть организованы, для этого у нас должны быть и вооруженные силы, о создании которых мы провозгласили, и вскоре мы покажем наших людей, что мы из себя как бы представляем. Естественно, это ограничено, но просто мы покажем людям, что мы есть и где мы есть. Вот, это планы на будущее. В общем, мы показываем свою жизнеспособность. Что касается финансирования, то я сказал, что я не верю, что сейчас будет это создано. Это не значит, что я говорю, что не будет такого потом. Я же сказал, что мы должны людям показаться, мы должны достигнуть определенного доверия, и потом уже на основании доверия обязательно, я уверен просто в этом, к нам сами люди некоторые придут и сами предложат свою помощь. Вот так вот. Естественно, мы сами сидеть не будем. Мы будем искать все возможные выходы. Не только это будет касаться ингушей. С нами связываются даже русские. Я вообще, честно говоря, был поражен. С нами связался, вот как то, что я точно знаю, атеист русский, который был готов встать в наши ряды. У нас чеченцы связывались с нами, потому что они видели, что здесь есть момент консолидации, единства, которого, к сожалению, сейчас нету, например, в чеченском сегменте, там очень большой раздрай. И вот этот парень с нами связывался, говорит, исходя из того, что вы мои, я бы хотел с вами иметь дело. Ну вот так вот, если я ответил. Ну, окей, ладно. Тогда вопрос. Опять же, вот вы понимаете, что люди на Западе, они и на Востоке, они тоже будут смотреть и внимательно наблюдают за процессами, происходящими вообще на всем постсоветском пространстве. Скажите, вот вы лично, ваш комитет, как видит вектор развития вашей республики Галгачи? Это западный вектор, это восточный вектор, или это какой-то свой особый путь? Вот как вы считаете? Это свой особый кавказский путь. Я уже в других своих интервью давал свое видение, ну как свое видение, наше видение этого, что, естественно, каждый из представителей отдельных народов на Кавказе должен работать со своим народом. Мы должны работать со своим народом, но вектор должен быть направлен на кавказскость. Мы должны объединиться между собой, стать единой силой, и потом с этой единой силой двигаться дальше по жизни. У нас не может быть западного вектора, потому что система ценностей западного мира, она в очень многих пунктах не совпадает с нашей. Ну, Россию мы даже обговаривать же не будем, это вообще не предмет для разговора. Поэтому у нас остается один наш путь. У нас все-таки ментальность тоже, например, своя. Именно схожесть кавказских народов есть. То есть, если, например, конкретно говорить, само собой, мы с чеченцами схожи, и, конечно же, ментально в значительной степени мы схожи с дагестанцами. Вот этом, как минимум, вот таком треугольнике мы собираемся, это минимум. В этом треугольнике мы собираемся дальше двигаться. У нас есть свои планы по поводу этого. Ну и, конечно, мы их будем потом стараться воплотить в жизнь. Вот вы сказали, что вы, как мусульмане, будете строить теократическое государство. Окей. Какую ветку ислама вы исповедуете? Я единственное, что знаю, что ингуши, галгай — это представители суннитского течения ислама. Но конкретнее хотелось бы, какой именно? Ну, смотрите, большинство представителей комитета — это салафиты. Если кто понимает в этой терминологии, не знаю. Ну, я, извините, немножечко... несмотря на свой атеизм, мне было чрезвычайно интересно читать и Тору, и Талмуд, и Ветхий и Новый Завет, и Коран. Мне это просто интересно. Поэтому чуть-чуть я в этом разбираюсь. Если людям мало слова «суннит», мы все сунниты. Все люди, то есть, относят себя к суннитскому вероубеждению. Просто внутри суннизма есть тоже дробление. Мало того, салафизм тоже подвержен дроблению определенному. Но большинство членов комитета — это салафиты. Я, например, таковым к себя не отношу. И то, что люди меня приняли, при том, что я как бы не отношу себя к салафитской ветви, я как бы сам по себе, по большому счету, я тоже себя считаю суннитом, но я себя не говорю, что я вот такой. Я как бы вычитываю всю возможную различную литературу со всех различных суннитских групп,
И в какой-то степени могу с одним согласиться, в другом случае с другим, и я себя не привязываю. При этом мы понимаем, что очень огромная часть нашего народа — это вообще не салафиты, они суфийских тарикатов люди. У нас был период напряженности между, скажем так, салафизмом и суфизмом. На сегодняшний день, по большому счету, эти трения, если сравнивать с другими регионами, они у нас минимизированы. Мы однозначно собираемся дальше продолжать курс на то, чтобы такого рода конфликты оставались научными, они не переходили в какую-то враждебность, чтобы общество оставалось здравым. Мы вот на это направлены. И в наши ряды открыты. У нас нет такого, что мы там принимаем к себе только таких последователей там, таких-то взглядов. Нам главное, чтобы человек был мусульманином, чтобы он стремился жить в соответствии с нашими законами. Вот мы считаем, что нас Всевышний обязал определенными законами жить. Вот если он салафит, там, я не знаю, кто угодно, лишь бы человек был мусульманином, и лишь бы он считал, что он должен стремиться к независимости, и достигнув этой независимости, он должен жить в соответствии с нашими законами. Кстати, извините, Руслан, но ходят слухи, что основная масса вашего комитета — это ваххабиты. Это правда или нет? Ну, это вопрос терминологии. Я вам сказал, что, например, они салафиты. Они себя называют салафитами, ваххабитами. У нас принято там, в суфийских кругах называть всех, кто не входит в суфийские круга. Если исходить из этой терминологии, то так получается. Просто я однозначно с этой терминологией не согласен, при том, что я не салафит даже, но меня дома некоторые люди там причисляли и к ваххабистам. Поэтому это спекулятивная терминология, которая нуждается в конкретизации. Что подразумевается под конкретно этим? У нас есть вещи, с которыми там группы исламские, тот же конкретно, если говорить, исламское государство, так называемое, мы с их идеологией очень сильно конфликтуем. Мы не приемлем то, с чем они пришли, и практика, которую они там какую-то совершали, или их теологические воззрения определенные тоже для нас неприемлемы. Поэтому что подразумевается под этим термином, нужно выяснять. Хорошо. Ахмед Закаев выдвинул идею создания Горской республики. Как ваш комитет относится к этой идее? Я объясню, почему я так все это тщательно вы задаете вопросы. Я израильтянин, и любой израильтянин желает, ну, если, конечно, у него голова на плечах, чтобы на Кавказе был мир. Случись заварушка на Северном Кавказе, нам на Ближнем Востоке мало не покажется. Поэтому я вот хотел бы это выяснить. Ваше отношение к идее Горской республики? Ну, я, во-первых, сказал, что мы за единый Кавказ. При этом, если говорить о конкретной инициативе Закаева, то мы ее не поддерживаем просто потому, что Закаев с нами вообще никак не связывался. Он к нам не пришел. И, кстати говоря, я хотел это проговорить, коль уж о Закаеве мы заговорили. Ваш предыдущий собеседник, из числа ингушей, обвинял нас в том, что мы являемся проектом Закаева. При этом у него каким-то чудотворным образом получилось, что Закаев — это проект ФСБ, и значит, соответственно, мы проект ФСБ. И когда вы попросили его предоставить доказательства своим словам, он сослался на то, что с ним связался ингуш из Вены, который ему там что-то наговорил. Если вы в курсе, у вас в телеграм-канале, если я не ошибаюсь, этот ингуш из Вены вам предоставил. Вы видели, что он предоставил вам? Свое свидетельство. Это было в комментариях, вот тут я мог это пропустить. Я поэтому там много комментариев. Я мог пропустить. Лучше мне на почту кидать. Окей, я просто вас оповещаю о том, что он специально записал, этот человек из Вены, о котором он говорил, записал видео, выставил его себя на Ютубе, прислал вам, он мне давал ссылку, где он вам это отсылал. На Ютубе отдельно она есть, в WhatsApp, в соцсетях она разошлась, где он прямо говорит, что да, я связывался с Лиановым, считая, что он типа как будто бы за независимость,
и он может быть полезен нам в этом деле. Связавшись с ним, он ему предложил выйти с нами на контакт. В ответ он получил слова о том, что нет, я не выйду, пускай, если я им нужен, они со мной связываются. Но здесь такое большое раздутое «я». Помимо этого было сказано, что этот человек из Вены является нашим представителем комитета ингушской независимости. Сам этот человек это явно своими словами опроверг, сказал, что я не являюсь. Я являюсь человеком-сторонником комитета, но в комитет я не вхожу. Мало того, я не был уполномочен комитетом говорить от нашего имени, и я такого не говорил. Я не говорил, что нужно там с Закаевым что-то делать. Он предложил Закаеву, когда-то в свое время Закаев предлагал ингушской стороне, чтобы от нашего имени сказать о наших проблемах, где вот он там выступал, я уже сам не помню. Вот Закаев предложил, если вы либо сами вы приедете, скажите свои, либо я от вашего имени выскажусь. Как вы знаете, в вашем же эфире Лянов по этому поводу очень много говорил, возмущался, говорил, что ингуши сами способны что-то сказать. Так от ингушей туда никто не поехал, но предложение Ахмеда осталось. Он говорит, если вы не приедете, то я выскажусь за вас о вашей проблеме, тот же пригородного района. Ингуши и в лице Закаева, и в лице других многих людей отказались. И вот этот человек из Вены, Ибрагиму говорил, что я вам предлагаю просто, чтобы он высказался. Там не было слова о том, чтобы под него там войти в его там команду или с ним дальше по жизни двигаться. Просто предложил, вот есть человек, который готов о вас сказать. Это не принято, не принято. Мы тоже с Закаевым по этому поводу также не связывались. Мы, естественно, не являемся ни закаевским, ни каким-то иным другим проектом. Мы ингуши. Кроме ингушей в Совете Комитета ингушской независимости нету ни одного человека не с ингушской кровью. Вот. В других направлениях мы сотрудничаем с представителями других народов, не только даже кавказских. Мы общаемся с людьми, ищем какие-то общие выгоды, и это нормально. Но в комитете, непосредственно в Совете комитета, ни одного человека не ингушской национальности нет. И мы, подчеркиваю, не являемся ни закаевским проектом, и не тем более проектом ФСБ. Как вы знаете, если вы знаете, кстати, что Адам Аушев, с которым вы разговаривали, он тоже входит не в Совет? Нет, я разговаривал с Адамом Аушевым, но о том, что он входит в комитет, я не знал. Ну, он не входит в нашу шуру, в наш совет непосредственно, но он входит в информационно-аналитический отдел комитета. Вот так Нет, вот этого я не знал. Он наш человек. И когда люди говорят, что, опять же, вас не знают, это все тоже провокация, потому что, естественно, вопрос «знают, не знают» — это ограниченный. Вот можно же сказать, а вас не знают, Юрий. Ну, кто-то вас не знает, а кто-то знает. Точно так же и Руслана Йолы очень многие знают в Ингушетии. Очень много интеллигенции в Ингушетии меня лично знает. Я не буду их подставлять, я не буду говорить, в каких организациях я был. Я больше что вам скажу. Если бы вы назвали эти фамилии людей в Ингушетии, то при монтаже я бы их запикал. Это я сразу говорю. Я людей не подставляю. И почему я сказал, что я не советую записываться в вооруженные силы? Дело в том, что я уже, как сказал, 4 года занимаюсь ингушской проблемой, и мне стали поступать письма с просьбой записаться в ингушскую армию. И я сказал, ребят, вот так как это прозвучало на сайте «Радио Свобода», это, извините, мне что-то напоминает дело сети. Я никогда не буду подставлять людей. Вот почему я это сказал, это сразу говорю. Я об этом тоже выскажусь. Я сначала завершу насчет, опять же, неизвестности людей. Есть я, который известен. Именно поэтому, кстати говоря, меня выбрали в качестве пресс-секретаря, именно потому что до всех этих событий значительное количество ингушского сообщества меня знает. Ко мне, конечно же, относятся по-разному. Диапазон мнения обо мне, и это, естественно, разнится от очень положительной и заканчивается крайне отрицательно. Но меня знают, я подчеркиваю. Также Адама Аушу тоже люди знают.
к нему тоже относятся люди по-разному. Кто-то с восторгом, кто-то с большим негативом, но его тоже знают. Магомеда Тариева, который был представителем нашим сейчас вот на съезде в Вашингтоне, опять же, тоже люди знают. Человек на Радио Свобода проработал больше 10 лет. И в общественной среде ушей, и в правозащитной среде этот человек очень даже значим, я бы даже сказал. Даже если он кому-то неизвестен, просто люди, он журналист, который освещал весь беспредел, который творился нашими кавказскими силовиками на Кавказе. И говорить, что у нас нет людей, которые известны, это самообман, это вот желание принизить оппонента. Хотя я не знаю, зачем из нас вообще оппонентов делать человеку, который, например, сам говорит, что он за независимость. На пустом месте на нас наговорил, оболгал, кучу глупостей сказал, и вот зачем, по сегодняшний день для меня непонятно. Что касается армии, мы объявили о создании армии, и так же, как и вы, Юлия, мы не набираем людей по простым. Вот с нами связывались очень много различных писем, обращений, вот обратной связи было, братья, мы готовы, мы сейчас, я там, я сям. Мы их не набираем, потому что у нас уже сформированы определенные свои силы есть, мы их собираемся показать людям, а на основании интернетовских простых заявлений, тем более там вам, которые поступают, или даже нам поступают, от того, что кто-то просто написал и сказал, возьмите меня в ваши ряды, мы просто со своей же точки зрения безопасности и для нас, и для людей, пишущих нам, мы такие глупости не совершаем и не собираемся совершать. Вот так. Понятно, спасибо. Ну и вопрос теперь такой. После обретения независимости, как вы планируете строить отношения с Израилем? Ну, это естественный, с моей точки зрения, вопрос. Это тяжелый вопрос. Он будет зависеть от того, как Израиль будет себя сам выстраивать отношения с нашими непосредственными врагами. Это один момент. И второй момент, это будет зависеть от того, как в Израиле будут обстоять дела с палестинским народом. То есть это... Посмотрим. Ну хорошо. И тогда в заключение такой несколько неожиданный вопрос. Вы мусульмане. Следовательно, вы знаете, что рано или поздно вы уйдете из жизни. И значит, вы верите, что встретитесь со Всевышним. Конечно. Что вы ему скажете? Ну, мы не те люди, которые считаем, что мы будем что-то Господу говорить. Мы те люди, которые считают, что мы будем отвечать Господу. Мы будем отвечать за свои дела, Он нас будет отчитывать. И мы будем просить о прощении там, где мы сможем это сделать. Но сами говорить мы не будем. Мы будем отвечать в день суда. Ну, это тоже ответ. Руслан, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения пресс-секретаря Комитета ингушской независимости, сокращенно КИН, Руслана Евлоева. Ну, я напоминаю другое. Я хотел бы вас поблагодарить за предоставленную возможность, то, что мы смогли свою площадку предоставить не только нашим оппонентам, но и нам. Поэтому большое благодарю. Но я напоминаю также и другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Юрашворд и до встречи.